Добрый день, уважаемые родители, законные представители и все заинтересованные в получении среднего профессионального образования. Меня зовут Попов Андрей Иванович, заместитель директора по воспитательной работе Сыктывкарского политехнического техникума. Сегодня на нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы. Это общая информация о Сыктывкарском политехническом техникуме, направление подготовки в техникуме, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ, с правилами приема для детей с инвалидностью и ОВЗ, опытом работы и социальной поддержкой таких детей. Так, с вашего позволения, я ознакомлю вас с нашим техникумом, дам краткую информацию о нас. Так, образовательная деятельность в нашей образовательной организации ведется на основании лицензии, которая выдана 3 августа 2020 года с номером 1866П. На основании распоряжения правительства Республики Коми от 22 января 2020 года, номер 21, Сыктывкарский индустриальный колледж и Княж-Погосский политехнический техникум присоединены к Сыктывкарскому политехническому техникуму. И теперь политехнический техникум по праву является одним из самых крупных образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования. В настоящее время в техникуме обучается почти 2000 студентов очного обучения. Сегодня техникум обладает развитой образовательной инфраструктурой. Это 5 учебных корпусов в городе Сыктывкаре, 2 общежития в городе Сыктывкаре, 2 филиала в Удорском и Княж-Погосских районах. Сыктывкарский политехнический техникум с 2015 года является региональным координационным центром движения WorldSkills Russia в Республике Коми. В техникуме создана современная материально-техническая база. Это, несомненно, повышает мотивацию обучающихся к получению образования. Студенты с интересом включаются в получение новых компетенций и вместе со своими преподавателями осваивают новые технологии. Так, в 2020 году мы имели возможность создать мастерские по приоритетной группе компетенций промышленные и инженерные технологии. Возможность появилась в результате победы в гранте на средства федерального и республиканского бюджета. Выпуск прошлого года составил 469 человек, в том числе 50 студентов получили диплом с отличием. Сейчас в техникуме обучается 216 студентов-победителей региональных чемпионатов WorldSkills Russia и Обилимпикс. Ежегодно наши студенты побеждают в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, имеют возможность побывать в различных уголках нашей страны и показать свой профессионализм. Студенты, проявившие выдающие способности в учебной деятельности, победители конкурсов профессионального мастерства, получают стипендию правительства Российской Федерации и Республики Коми, проходят практику и трудоустраиваются на ведущих предприятиях города и региона в целом. Более 900 студентов охвачены внеучебной деятельностью. В техникуме работает 28 кружков и объединений, 4 клуба по интересам и 12 спортивных секций. Техникум заключил более 1000 договоров с индустриальными партнерами, 115 соглашений о сотрудничестве и 314 договоров о целевом обучении, что способствует содействию трудоустройству и построению наших выпускников своей карьеры. Наша образовательная организация активно участвует в решении стратегических задач и принимает участие в реализации национальных проектов. Это национальный проект образования, национальный проект демография и содействие занятости. Техникум является современным образовательным комплексом. В техникуме созданы 44 лаборатории и мастерские, более 1000 единиц современного технологичного оборудования, 3 спортивных зала, 3 тренажерных зала и лыжная база, 2 столовых, буфет и библиотека. В техникуме работают 112 педагогических работников, свыше 75% имеют высшие и первые квалификационные категории. Более 70 педагогов – это победители и призеры конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, республиканского и всероссийского уровня. В учреждении внедряются современные программы и 150 профессий, востребованных на рынке труда в России. На базе техникума функционирует 14 центров приема демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Следующий слайд у меня посвящен направлениям подготовки в Сыктывкарском политехническом техникуме. Сыктывкарский политехнический техникум идет в ногу со временем и динамично развивается, дает возможность получить качественное профессиональное образование по широкому спектру направлений, востребованных на рынке труда.
11 направлений подготовки реализует техникум в 2020-2021 учебном году. Все направления сейчас представлены на слайде. На следующий учебный год Сыктывкарскому политехническому техникуму установлены контрольные цифры приема на 605 мест для обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. Из них 15 мест для лиц с инвалидностью и ОВЗ. И сейчас мы остановимся на профессии, которая именно посвящена для таких детей. На слайде представлена программа по направлению профессиональной деятельности информационной технологии и электроника. Информационная индустрия – одна из основных отраслей экономики. IT-специалисты входят в состав приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. По направлению информационной технологии для лиц с инвалидностью и ОВЗ мы предлагаем профессию – это наладчик аппаратного и программного обеспечения для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Прием на обучение по данной профессии будет осуществляться для таких детей со сроком обучения 2 года 10 месяцев. При хорошей учебе и активном участии в конкурсах студентам может быть назначена стипендия правительства Российской Федерации, так как эта профессия относится к приоритетным направлениям экономики Российской Федерации. Такой специалист также занимается установкой и обслуживанием и модернизацией средств вычислительной техники, в том числе и программного обеспечения, персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств. Специалисты по наладке аппаратного и программного обеспечения востребованы всегда, независимо от их опыта. Так, следующий слайд. Он посвящен опыту работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ. С 1997 года техникум дает обучающимся профессиональную подготовку, путевку в жизнь. За этот период времени мы выпустили свыше 500 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из выпускников продолжили обучение, это свыше 57%. Другие трудоустроились, 34%. Специалисты социально-психологической службы, преподаватели техникума на постоянной основе проходят курсы повышения квалификации, серии вебинаров, обучающих семинаров, видеолекции по теме психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования, образование для детей с ОВЗ в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года в техникуме созданы условия для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению. Работают социальный педагог, педагог-психолог, сурдопереводчик, дактилолог и медицинский работник. Созданы психолого-педагогические и материально-технические условия для комфортного обучения. Учащиеся ИСПО, имеющие ограничения, связанные со здоровьем, не ограничены не только в получении профессии и здоровьем, но и не ограничены в получении профессии, но и в карьерном росте. Для них проходит свой чемпионат профмастерства, он называется Abilimpics. Он наподобие молодых профессионалов WorldSkills Russia. С 2016 года техникум принимает участие в региональных чемпионатах Abilimpics. По следующим компетенциям, которые у нас представлены на слайде, это администрирование баз данных, сборка-разборка электронного оборудования, портной, швея, робототехника, мастер по обработке цифровой информации. Мы стараемся таким образом, возможность, несмотря на формулировку ОВЗ, у особенных детей не ограничены. В нашей образовательной организации созданы все условия для того, чтобы состояться в жизни и профессии. Главное, ими пользоваться. Мы стараемся помочь трудоустроить ребят-выпускников после окончания техникума. Помогаем им составить портфолио, резюме, презентуем работодателям их возможности и навыки. Сотрудничаем с кадровыми агентствами, которые в индивидуальном порядке приглашают наших выпускников и предлагают им работу. Количество обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в нашем техникуме в 2020-2021 учебном году составляет 42 человека, из них 29 детей с инвалидностью. Таким обучающимся при возникновении необходимости предоставляются специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы по запросу обучающего или законного представителя.
В случае необходимости могут быть предоставлены специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для организации учебного процесса детей, обучающихся на дому, либо не имеющих возможности посещать учебные занятия, предусмотрено обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Во время проведения занятий в группах, где обучаются лица с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимся с различными нарушениями. Теперь немного затрону вопрос об условиях организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения детей с инвалидностью и ОВЗ. В техникуме создан региональный учебно-методический центр, который разрабатывает программы, контрольно-оценочные средства, методические рекомендации. Работает кабинет психолого-педагогической разгрузки. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ предусматривается возможность индивидуального сопровождения и консультирования студентов по организационным и учебным вопросам, работа с семьей студента, методическая работа с преподавателями, организация внеучебной деятельности, оказание содействия студентам с ограниченными возможностями здоровья, организация отдыха и трудоустройства. Следующий слайд будет посвящен по приему документов на 2021-2022 учебный год. Прием в техникум для обучения по образовательным программам осуществляется по личным заявлениям граждан, имеющим основное общее или среднее общее образование. Прием документов на 2021-2022 учебный год в техникум будет осуществляться следующими способами. Это личное учреждение, через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством электронной почты техникума и с использованием функционала региональных порталов государственных услуг. Прием документов на очную и заочную формы обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год в Сыктывкарский политехнический техникум будет осуществляться с 15 июня и по 15 августа. А при наличии свободных мест в учреждении прием документов продлевается до 25 ноября. Организация приема документов на обучение в техникум будет располагаться по следующим адресам, которые у нас представлены на слайде. Это город Сыктывкар, улица Старовская, дом 22. Также ниже приведены номера телефонов. Следующий слайд – это перечень документов для поступления, которые должны предоставить лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Так, основные документы – это документы об образовании, подлинник или копия, копия паспорта или документ, удостоверяющий личность, фотографии 4 штучки, документ, подтверждающий инвалидность или ОВЗ, требующий создания указанных условий. Зачисление в учреждение. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании в течение 5 дней с даты окончания приема заявлений. Но оригинал документа об образовании он может предоставить и раньше. По истечению сроков предоставления оригиналов документа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы документов, соответствующих документов. Поступающий помимо вышеуказанных документов вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также договор о целевом обучении. Результаты индивидуальных достижений и наличие договора о целевом обучении учитываются только при равенстве баллов в аттестате. Теперь попрошу обратить ваше внимание на следующую информацию. Ребенок-инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолога-медика педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о создании необходимых специальных условий труда и обучения. Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного обучающегося инвалида определяется образовательной организацией в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы, то есть ИПРА.
Учитывая вышеизложенное, поясняю, что при поступлении лиц с ОВЗ на обучение в профессиональные образовательные организации им необходимо пройти обследование по МПК для получения рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года, номер 1082. Следующий слайд посвящен критериям оценивания индивидуальных достижений. При приеме на обучение по образовательным программам учреждениям учитываются следующие результаты индивидуальных достижений. Это наличие статуса победителя и призера олимпиадах и иных интеллектуальных творческих конкурсах и мероприятий. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом агентств развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Приоритет при поступлении получает абитуриент, набравший большее количество баллов за результаты индивидуальных достижений при равенстве среднего балла и в аттестате поступающего. При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. Прошу на это обратить внимание. Социальная поддержка, меры социальной поддержки, которые предоставляются в Сыктывкарском политехническом техникуме. Государственная социальная стипендия назначается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам первой и второй группы, а также инвалидам с детства, обучающимся, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Академическая стипендия составляет 1064 рубля 20 копеек. Повышенная государственная академическая стипендия – это 2 обычных академических стипендии. Государственная социальная стипендия в городе Сыктывкаре составляет 1599 рублей 70 копеек. Также в части 7 статьи 79 Закона об образовании сказано, что обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Организация питания обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ обеспечиваются и контролируются в техникуме. Питание осуществляется через нашу столовую, в которой организовано бесплатное горячее питание обучающихся. Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в дни учебного процесса, который проходит в образовательной организации. Также детям с инвалидностью или лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется жилое помещение в общежитии на период учебы в техникуме. Это делается бесплатно. Для получения рекомендаций для создания специальных условий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях родителям, законным представителям несовершеннолетних обучающихся необходимо обратиться в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию. Все контактные данные с адресами у нас указаны ниже на слайде. Обследование обучающихся в ЦПМПК проводится по предварительной записи при подаче полного пакета документов родителями и согласия, соответственно, родителей. Запись обучающихся на обследование и консультации по интересующим вопросам по деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется по телефону. Он также приведен, соответственно, здесь на слайде. Что необходимо для прохождения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, здесь я указал ниже ссылку. Соответственно, можно, пройдя по ней, всю информацию получить. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Вся информация, которую сегодня говорил, останется у нас на слайде. Соответственно, можно ее будет непосредственно можно ей будет воспользоваться. Всем спасибо. До свидания.